выезжаю из Бишкека в сторону Алматы, граница Каракай. Вчера после отдыха голос у меня немножко испортился. Видать, после сауны или же чуть сидели на улице в открытой веранде, может там продуло. В общем, голос немножко у меня осевший. Тем не менее, буду немножко снимать поездку по границу туда-сюда. Вчера встретили ребята, Бахтияр с друзьями. Очень хорошо встретили, до 6 утра гуляли. Большой рахмат ребятам, Бишкеку, Кыргызстану. На самом деле Бахтияру сказал со Астаны, Рустам сказал Бахтияру, что меня встретил. А Рустаму сказал Галым, которого я тоже вот заочно знаю, вот так система работает, короче. Ребята сразу подъехали, забрали, и, короче, там и там были. В общем, все хорошо. Поражаться. Так, друзья, представитель Apple Diamond в Кыргызстане, Бахтияр, его встречает. Всем привет! Привет всем братьям Саха. Мы с Бишкека, Кыргызстан, Apple якутские бриллианты рулят. Вот сидим, встречаем нашего брата Саха Эркина. Вот подъехал к границе. Тут уже пешком иду, перехожу. Тут машины везде, пробка, поэтому решил с пересадкой поехать, чтобы не стоять, не задерживаться. Не знаю, сколько надо найти туда. Она, по-моему, вот стоит, да? По идее, должен был поехать сегодня на Иссык-Куль. А в Алматы должен был поехать в понедельник, на Иссык-Куле 2 дня должен был сегодня отдыхать. Но решил пока не ехать, потому что сказали, озеро холодное. И решил, короче, это время уделить Алмате и туда поеду. Там тоже кое-какие дела надо изучить. Поэтому решил время не терять и сегодня поехать. А так, в Алмате думали, что я приеду. Многие думали, что должен приехать в понедельник. Вот. А так, в Иссык-Куль надо переехать в июле. Говорят, что вода теплая была. Даст Бог, надеюсь, приеду еще. Так, подошел к границе. Когда туда въезжаешь по этой стороне, когда оттуда въезжаешь по той стороне, идешь. С этой стороны пешеходов почти нет. Обменял тенге, 5000 рублей отдал, мне дали 29 500 тенге. Вот здесь всех проверяют. Вот такая пробочка. Я сейчас так пойду. Вот такая вот пешеходный переход. Впервые в жизни перехожу границу. Ну, имею в виду вот так, пешком. Очень интересно. Вот, для перехода границы нужен ПЦР на ковид. Вчера сдал в Бишкеке за 1400 сом. И вот здесь, ребят, показываем. Все серьезно. Так, перешел границу, уже стою на казахской стороне, точнее Казахстане. Вот приграничный пункт. Вот тут ребята таксисты стоят, 5000 тенге, говорят, Алматы. Ты что, брат, посольство, да? А? Посольство? Нет, это Сайран. Тебе вообще... Так, сел на такси, выезжаем в сторону Алматы. Решили салаймба? 1000 говорю. 5000 тенге до Алматы. Это рублями. 1000 рублей. Меньше даже, да? По-моему, меньше, да, немножко. Где-то ехать 2,5 часа, говорят, до автовокзала Сайран. Привет, Миляш. Нур-Султан.
Остановились на заправку на перекрестке трассы Тарас и Кардай. Заправка, магазин переводится Дукен. АЗК, заправочная колонна, ЖФК, да. Хелиос. Вот остановились на таком придорожном сервисе, кафе Аврази называется, не Евразия, а Аврази. Я вчера очень мало спал, вообще где-то в 7 уснул и 10 проснулся вот так. И по дороге на выходе из Бишкека заехал в парикмахерскую, короче, мне сказал тройкой постричь, а меня постригла, ну, говорит, по тройка, но здесь, ну, в Бишкеке, видать, другая тройка. И вот так меня почти на лысо, короче, побрили. Я говорю, вы как, что сделали сейчас? Мне это на границе скажут, что за уголовно приехал. Говорю, я быстрее вырасти, отрастет, говорит. Так что немножко я сегодня лысоватый, короче. А в Якутске постоянно хожу одному и тому же мастеру, поэтому проблем нет. А вот пошел к другому мастеру, да, уже недоволен, короче, вот так. Дышу уже казахским воздухом, да, можно сказать. Очень хорошая природа, все такая просторная, по дороге везде эти овцы, бараны, очень много, отары ходят. Горы проехали уже, говорят, может, ну даже к подъезду к городу будет еще горы, говорят, если не усну, засниму обязательно. Короче, хотел купить донор, этот парень из Турции, ни казахстанин, ни рус язык не знает, по-турецки только говорит. Но поняли немножко друг друга, давай, говорит, донор, бив донор. Он пытался спросить, сколько времени ждать, это что-то не могли тоже определить, сколько сказал. Мы ждем, короче. Ну вот так, я имею в виду, не зная русского языка и не казахского языка, стоит, работает, короче, продает, торгует. Она спрашивает меня, короче, Казахстан, я говорю, ну, Якутистан, говорю, он не знает, короче, что за тура, который не знает Якутистан. Кыргызстан. Не Кыргызстан. Раша, Республика Саха, Якутия. Туркестан. Не Туркестан. Туркестан. Не Узбекистан, ёпта. Ой, блядь. А мне сказали, все турки знают Якутию, он не знает, оказывается. Туркестан, брат, Туркестан. Раша, Россия. Хорошо. Нехорошо, Россия. Руссия, знаешь? Rusya? Я. Yok, Türkiye. Да, российский тюрк. Türk. Да. Ha, ben de Kürt. Memnun oldum. Да, Саха. Saha? Да, я Саха. Ya, burası Çağlan. Сколько стоит? Ha. Сколько? Afiyet olsun, asıl olsun. Канша? 1000 tenge. Ментенга. Ha. Сейчас. На въезде уже пробки начинаются в Алматы. Очень много машин. Дорожная развязка такая вот серьезная. Вот впервые высадился на алматинскую землю. Сейчас дорогу перейду, туда машина должна подъехать, получается. Такси здесь высадил меня.
такая движуха, короче, здесь. Так, симку казахстанскую еще не купил, интернета поэтому нет. Попросил у человека, чтобы мне раздал Wi-Fi, ну, первый попавшимся в такси. Сразу же без базара подключил. Жду машины. Прям такая движуха. Прям такие масштабы чувствуются. О, базара нет, машина подъехала. Братан. Давай, от души спасибо. Икры, это тоже Тастак микрорайон. Туда, в сторону центра сейчас движемся. Озеро Сайран. С гор спускается речка Салма-Асана. Искусственно, ну, плотина мы сейчас по ней Вот идем. люди катаются, да, на этих лодках. Да. Катаются, купаются, там, ничего. Да, базара нет, красиво. Это же слива, да? Абрикос. Абрикос. Нектарин, урюк. Да, сразу здесь этого. Как его, с участка, короче, растет. Вот так. Фешенебельный район. Ага. Едем, куда едем? Сейчас В сторону гор. Корейский ресторан. корейский ресторан. Вот горы. Все очень красиво, все чинно. Здания такие красивые, архитектура. Вот это Аль-Фараби, сейчас мы выезжаем. Приезжаем, да? А, вот так близко стоят горы, оказывается. Конечно, может, гараж. А, Вот там за этими горами есть куль. Эссекуль. Да. Проспект Аль-Фараби. Начинается пробка. Да, машин очень много. Ой, тут всегда пробка. Так, у нас сегодня этот корейский ресторан. Первым делом вот, с Ильей и тетя Наталья приехали. Вот Наталья Всем привет. разговаривать с подругой. Да. Это помимо основных блюд вот, подают такой, как комплимент, да? Салат? Да. Просто салат. Каждый день разный, не знаешь, бесплатно. И местные есть уже повара, потому что ну, там не может столько работать. Чего ты говоришь, холодный суп? Это гречневая лапша, холодное блюдо со льдом летнее. Гречневая лапша, редька, груша, огурец, яйцо вареное и говядина кусочек. И такой, ну, вкус не могу я объяснить. Ну, я же попробовал, да, нормально. Красиво.